Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, над его семьей и сподвижниками. А затем, дорогой брат, уважаемая сестра, спеши совершать благие дела до того, как придут смуты, подобные кускам мрачной ночи. Поторопись, прояви инициативу, поспеши и устремись, соревнуйся в этом с другими, ведь может наступить день, когда все твои дела прекратятся. Сколько всего людей в отношениях, с которыми у тебя есть проблемы, на данный момент, сейчас, когда ты слышишь меня. Может быть, сестра, у тебя какая-то родственница или подруга, и в ваших отношениях есть отчуждение и трещина. А иногда даже что-то вроде ненависти, и да упасет нас от этого Аллах. Верующие не должны ненавидеть друг друга, но иногда шайтан сеет вражду между верующими, натравливает их друг на друга, и они чуждаются друг друга, хотя верующему не дозволяется избегать своего брата более 3 дней. Но некоторые люди избегают других не то что 3 дня, а многие годы. И ладно бы он избегал какого-нибудь обычного человека. Возможно, он избегает одного из своих ближайших родственников. Некоторые оставляют своих дядей по отцу, дядей по матери, двоюродных братьев, а иногда и соседей. Сейчас поспеши сделать то, что называется прощение. Как говорит Всевышний Аллах, если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. Каждый раз, когда ты прощаешь, богобоязненность в твоем сердце увеличивается. Всевышний Аллах описал верующих следующим образом. Он сказал: сдерживают гнев и прощают людей. В один из дней пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: кто из вас может быть как Абу Дамдам? Кто это Абу Дамдам? Это был человек из сподвижников, из лучшего поколения мусульман. Однажды, когда люди раздавали милостыню, у него с собой не было денег, и ночь после этого он провел в грусти. Как это? Все люди раздавали милостыню, кроме меня. Так как у меня не было денег, он сказал: о Аллах, люди раздавали садаку, а у меня нет того, чем я мог бы раздать садаку. Воистину, я отдаю в качестве милостыни мою честь. Каждого, кто будет говорить про меня что-то плохое, будет ругать меня или злословить про меня, я уже простил. То есть я сделал дозволенным любому человеку говорить про меня плохое, задевать мою честь. И он заснул, а в сердце его не было ни одной плохой мысли о мусульманах. Когда наступило утро, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: где Абу Дамдам? Он ответил: я здесь, о посланник Аллаха. Он сказал ему: возрадуйся, воистину, Аллах принял от тебя твою милостыню. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Самая высокая степень – это не тогда, когда ты прощаешь, а когда ты еще после этого творишь тому человеку добро. Аль-Хасан Аль-Басри ходил с едой и подарками к некоторым людям, которые, как он слышал, плохо говорили о нем и злословили. Возможно, они как-то задевали его честь. Когда в наши дни человек узнает, что какой-то плохо говорил о нем, сами начинают ругаться с ним, затаивать против него злобу и распространять про него гадости. Аль-Хасан же не просто прощал их, он еще и дарил им подарки. Они спрашивали: по какому поводу этот подарок? Он отвечал: вы отдаете нам ваши благие дела, хасанаты, а мы за это дарим вам подарки. Он говорил так для того, чтобы воспитать их и призвать к Всевышнему Аллаху. Я не просто прощаю вас, но еще и делаю вам добро. Однажды про Софию плохие слова сказала ее рабыня. София – это одна из матерей верующих, да будет доволен ею Аллах. Служанка отправилась к Умару ибн Аль-Хаттабу во время правления Умара и сказала: о повелитель верующих, воистину София склоняется к иудеям и возвеличивает субботу по сравнению с другими днями. Она оклеветала ее, а София, Умуль-Му'минин, была непричастна к этому. Умар вызвал Софию. «Правда ли, что ты говоришь так-то и так-то?» Она ответила: «Нет, клянусь Аллахом. Так было до того, как я приняла ислам. Что же касается настоящего времени, то Аллах направил меня к его религии». София была матерью верующих, женой пророка, да благословит его Аллах приветствует. София еще была известна тем, как много она поклонялась Аллаху. София вызвала к себе свою рабыню. Она спросила ее: «Почему ты сделала так-то и так-то?»
Она ответила: «О, мать правоверных, это все шайтан попутал меня. Знаете ли вы, что сказала ей София? Иди, воистину я освобождаю тебя ради Аллаха». ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Воздаяние бывает такого же вида, как и само дело. Если ты хочешь, чтобы Аллах простил тебя, а мы очень много ошибались перед Аллахом, мы много ошибались в праве Аллаха, в наших отношениях с Аллахом, мы много раз приступали Его веления и ослушались Его. Хорошо, ты хочешь, чтобы Всевышний Аллах простил тебя? Тогда прости создание Аллаха. Простите и будьте великодушны. Неужели вы не хотите, чтобы Аллах простил вас? Начиная с этого момента, с сегодняшнего дня, поспеши. Пусть не наступит вечер или утро, пока ты не простишь творение Всевышнего Аллаха. Скажи: Господь мой, я простил им, так прости и ты мне. بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خلا